Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники конференции. Меня зовут Птицын Арсен. Я ученик 8 класса Бирюнской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Позвольте мне представить свою исследовательскую работу «Лесные пожары» на примере Усалданского луса. Лес – это источник жизни, беречь его – обязанность каждого. Лес – это наше богатство, которое мы обязаны беречь. Климат и погодные условия тоже могут являться одними из причин лесных пожаров. Все лесные пожары очень опасные. Огонь может разгореться очень быстро. И к моменту обнаружения пожара он уже успевает охватить немалое пространство. Причиной лесных пожаров являются отсутствие осадков и сырости. Мне хотелось узнать все о лесном пожаре, их классификации, причин и последствия. И вот что я узнал. Цель – определить лесные пожары в Усалданском лусе. Задачи – изучить источники информации, связанные с лесными пожарами, узнать причины возникновения лесных пожаров, собрать данные по итогам лесных пожаров в Усалданском лусе за 2 года, сделать вывод и дать рекомендации по профилактике лесных пожаров. Объект исследования – лесные пожары Усалданского луса. Предмет исследования – причины и последствия лесных пожаров. Гипотеза исследования – предполагаем, что пожары – это основная причина гибели лесов. Посмотрим на примере Усалданского луса. Методы исследования – сравнение, обобщение, изучение литературы и интернет-ресурсов, анализ и классификация информации. Теоретическая значимость, изучение возникновения пожаров и их влияния на экологию, сбор сведений о лесных пожарах в Усалданском лусе. Практическая значимость. Данная работа может быть использована в школах. Причины лесных пожаров. К природным пожарам относятся сухие грозы, а также молнии. К антропогенным относятся походные костры, сжигание мусора и листьев, поджоги, оставленные в лесу стеклянные бутылки, осколки, ДТП и т.п. Влияние лесных пожаров на окружающую среду. Загрязняется атмосфера, ухудшение качества питьевой воды. После лесных пожаров почва теряет свою плодородность. По причине лесных пожаров гибнут полезные почвенные микроорганизмы. Сокращается продуктивность земли. Уничтожаются природные ресурсы леса. Выяснили экологические последствия лесных пожаров. Информация и сведения о лесных пожарах в Усалданском лусе на 2020 и 2021 год. В Усалданском лесничестве за 2020 год было зарегистрировано 49 лесных пожаров. Из них 37 в Савдатском участковом лесничестве и 12 в Дюбчинском участковом лесничестве. Общая сумма всех лесных пожаров за 2 года – 74 лесных пожаров. Общая площадь пожара за 2020 год – 38 тысяч га. Из них площадь лесного 36 287,4 га, площадь нелесного 1693 га. За пожароопасный сезон в 2021 году в Усалданском лесничестве зарегистрированы 25 лесных пожаров вблизи населенных пунктов Тумул, Дүпся, Танда, Хумстах, Тит, Ары, Элесин, Угункөл, Батагай, Кептени, Бәрие, Ускөле, Кылайы, Балыктах. Перед вами сравнительная таблица лесных пожаров за 2021 и 2022 год. Задействовано при тушении трактора «Агромаш», трактора МТЗ с цистерной, трактора МТЗ с плугом, легковые автомашины, вертолет Ми-8. Приведем сведения на примере одного пожара. Пожар был зарегистрирован 13 июля 2020 года в 12 часов 10 минут в Дюбсинское участковое лесничестве на площади 5 га лесная, 10 га нелесная.
Общая площадь 10 050 га, из них 9110 га лесная, 940 га нелесная. Вывод. Предварительная оценка ущерба в результате лесного пожара естественных и стоимостных характеристиках. Древесина на корню 295 452,5 кубических метра на сумму 29 миллионов рублей. Заключение. В результате по проделанной работе я узнал очень много нового интересного. Хочу поделиться собранной информацией со всеми присутствующими. Главными причинами пожара являются изменение климата, рекордная жара и засуха, сухие грозы. Всего на территории Усалданского улуса за 2 года было зарегистрировано и потушено 74 лесных пожаров. Общая площадь пожара составила 144 167 га. За такие населенные пунктов, как Сырдах, Типсе, Тандах, Умстах, Улумкель, Батагай, Кептани, Бәре, Ускеле. В среднем для восстановления сгоревшего леса потребуется около 50 лет.